Узнать о том, как создается спектакль, чтобы потом на его основе снять мультфильм. Увидеть то, что обычно скрыто от глаз зрителя. Волонтеры знакомятся сегодня с цехами ТЮЗа. Первый на очереди – швейный. Ни один спектакль не обходится без мастеров-модельеров. Все костюмы шьются вручную. Каждая кукла уникальна, а многие из них вообще настоящее произведение искусства. Шапочки тут потом надо сделать, доделать надо. Тут и вот спереди, вот накидки доделаешь. Художники, конструкторы, бутафоры и декораторы. Чтобы на сцене произошло маленькое чудо, работает целая команда специалистов, которые обычно всегда остаются за сценой. Существует сценограф, который начинает спектакль в художественном плане собирать. И вот когда уже сценография готова, мы начинаем уже по цехам распределять, кто чем будет заниматься. От цеха к цеху юные энтузиасты впитывают каждое слово из уст профессионалов. Конструкторский цех больше похож на каморку папы Карла. Чтобы куклы ожили, необходимы механизмы – ваги, гапиты, трости. Ручки, ножки и головки должны быть крепко закреплены. Вот это механика. Вот эта вся, вот она сажается вот здесь на головку. Вот здесь целый механизм, чтобы запустить ее. Поролоном обшивается. Исет Барахоева – одна из тех, кто в скором времени будет работать над мультфильмом. За ширмой кукольного театра она впервые, хоть здесь работает ее тетя. Благодаря проекту «Молдгири» мы сегодня находимся в театре юного зрителя. И сегодня нам работники ТЮЗа показывали, как проходит процесс создания спектакля и создания самих кукол. Было интересно и очень познавательно, и в дальнейшем мы договорились с Молдгири, что будем создавать кукольный мультфильм. Идея создать кукольный анимационный фильм принадлежит Мовлатгирею Бузуртанову. На его создание его вдохновили советские «Крокодил Гена» и «Чебурашка». Молодой человек задался целью и написал проект «Касперы 2.0», который в 2020-м выиграл на заочном этапе молодежного форума «Машук». За основу взяли повесть Бориса Шадыжева «В седой древности» о двух мальчишках, которые попадают в древнюю Ингушетию. В дальнейшем мы будем по проекту создавать куклы и делать покадровую съемку мультфильма, то есть кукольный мультфильм. «Каспер 2.0» – это о том, чтобы создать мультфильм на ингушском языке. Сотрудничаем с театром. Театр объясняет, показывает и объясняет сегодня, вот, как создается кукла, как все это работает, как двигается, все ее мимика, чтобы мы могли потом это проецировать на мультфильме. Задумку автора поддержали и театралы. Они не первый год ставят спектакль в седой древности и готовы помочь молодым умам советом и делом, поделиться опытом. Для духовного роста, для того, чтобы пропагандировать и само искусство, театр как. Я думаю, что ребята возьмут на себя такую ответственность и начнут привлекать наших жителей именно к театральному искусству. Конечно, проекты должны быть, их должно быть много, не один проект, для того, чтобы выйти на правильный уровень развития театрального искусства. Ну вот, первый урок от мастеров театра юного зрителя усвоен, а в скором времени мультфильм на ингушском зритель увидит уже на экране. Тамара Хашагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.